«Железный человек 2» — это сиквел одного из самых масштабных супергеройских фильмов, что когда-либо выходил. В конце прошлого фильма про Железного человека мы увидели супергероя, который сделал то, что по моему личному опыту никогда бы супергерой в кино не сделал. Он раскрыл тайну своей личности всему миру. Когда подобное вообще случалось? Такое обычно происходит с любовниками, или близкими друзьями, или с кем-то подобным, но кто вообще когда-либо объявлял миру, что он супергерой? Я ничего подобного в кино никогда не видел, и я действительно ждал сиквела, потому что ты задумываешься, что вау, это все приведет к такому, чего мы никогда не видели в супергеройских фильмах до этого. И в каком-то смысле так и есть. Мы видим жизнь супергероя, который при этом был бы знаменитым. Тони Старк взял закон в свои руки, летит по всему миру и останавливает всех злодеев, которых найдет. А правительство каким-то странным образом не способно его остановить. Он популярен как никогда, все его обожают, и, конечно, у него появляются мстительные враги. Микки Рурк играет злодея, который хочет отомстить Тони Старку из-за некого преступления, которое провернул отец Тони Старка в прошлом. Он прикрепил электрические кнуты к своим рукам, и внезапно он стал брутальным и крутым, как сам черт. Но это не единственная проблема. Сердце Тони потихоньку начинает останавливаться из электронного устройства, которое поддерживает его жизнь. И это еще более выразительно, потому что устройство, что поддерживает жизнь, постепенно его самого же и убивает. Ко всему прочему, он повысил Пеппер Потш, чтобы передать ей компанию. Получил телохранителя Черную Вдову, которую играет на неизвестная Скарлетт Йоханссон, смешал, короче, все. А также встретил другую большую корпорацию, которая хочет унизить Старка при помощи Рурка, создав боевых роботов еще лучше. Ко всему прочему, одну из них зовут Боевая машина. Когда фильм вышел, люди просто его возненавидели. Все, что о нем говорили, так это то, как он плох. Нет, не поймите неправильно, он все равно собрал свою кассу, но все презирали этот фильм просто до дрожи. Заслужил ли фильм такого давления? Ну, да, наверное, типа того, но я не знаю, заслужил ли он его столько, сколько получил на самом деле. Я думаю, что лучше начну с хороших вещей об этом фильме. Он в каком-то роде показывает цену славы. Тони, конечно же, нравится получать внимание, но после он понимает, что не может сбежать от самого себя. Неважно, какие крутые вечеринки он проводит или как он нажирается, все его невзгоды все еще поджидают его. Просто сейчас все на публике, и каждый о них знает. Когда он вступает в драку со своим лучшим другом, внезапно это становится новостью номер один, и ему становится еще тяжелее понять, как решить свои проблемы. Микки Рурк — это отличный выбор на роль злодея. У него шикарный голос, отличная внешность, у него есть мощь. Он только что снялся в хите этого года, это идеальный выбор. Но все это приводит к самой большой проблеме этого фильма. Он никуда не идет. Если бы это просто вырезали, фильм бы ничего не потерял. Помните, как Микки Рурк тратил весь фильм на построение этого невероятного оружия? Так вот, оно появляется на пару минут в конце фильма. Черт, вы знаете, что Микки Рурк должен был быть злодеем в фильме, да? Но мы его не видим. Кстати, главный плохиш — это просто какой-то засранец в костюме. Стойте, а мы разве не видели этого засранца в костюме в прошлом фильме? Да, мы все поняли, большой бизнес плохой, но серьезно, мы только расправились с одним. Когда происходит сражение в фильме, оно не перетекает во что-то большее или эпичное. Железный человек сражается с другом, ну, хорошо, круто, но к чему это вообще? Лучше бы он сражался с Микки Рурком. В смысле, друзья дерутся. Мы знаем, что все закончится хорошо, мы знаем, что они пройдут через это. Почему нам так долго показывали их драку на вечеринке? Помните, как Старк повысил Пеппер Потш до главы компании? Ей это не нравится. Она возвращается на свое место через некоторое время. Хорошо, тогда в чем смысл? Много времени посвящено Тони и его воспоминаниям про своего отца, и каким Тони был мудаком, только чтобы потом понять, что он не такой уж и мудак. И что это приносит? Тони все еще мудак, но уже не такой мудак, а просто мудак-мудак. И он напивается и говорит всем, что несмотря на то, что о нем думают, он знает, что делать, хотя на самом деле ни хера он не знает. Он ясно дает понять, что он не знает, что делает. На это даже смотреть не забавно. В первом фильме он был мудаком, но он все еще использовал свой гениальный ум. Он разрабатывал, он был находчивым. А здесь то, что он успокаивает людей в том, что он знает, что делает, никак не откликается в самом фильме. И спасибо Боже за то, что они проработали Черную Вдову лучше в будущем, потому что тут она просто слитый персонаж. Так что, да, у фильма множество проблем, и в общем он просто не работает, наверное. Но, как и всегда, основное преимущество фильма все равно идет от того, что нам нравится видеть фильмы про Железного Человека. Нам нравится смотреть на технологии, нам нравятся остроты, и опять же нам нравится Роберт Дауни-младший, играющий роль, которая прославила его на весь мир. Даже учитывая то, каким он шилом в заднице стал, он все равно еще такой обаятельный и забавный, поэтому это просто разочаровывает, когда понимаешь, что он не знает большую часть того, о чем он сам говорит, и все время напивается и ведет себя как полнейшая мразь. Поэтому я не знаю, думаю, что фильм, конечно, плох, но все же я считаю, что тут есть пару элементов, которые в фильмах еще не делают. Например, супергерой, который ведет себя как суперзвезда после раскрытия тайны своей личности. Еще технологии улучшились. И да, мы видим Железного Человека, который делает то, что делает Железный Человек, однако этого не так много, как хотелось бы. В конце это вообще ощущается как развлечение, которое показывает нам элементы других промежуточных фильмов Marvel.
Я думаю, что это немного меня напрягает, потому что все превозносили первый фильм, и... Да, он хорош, конечно, он правильно сделан, но у него тоже есть свои проблемы. Но об этом все забывают при просмотре этого фильма. Он не работает как единое целое, но я не думаю, что он настолько плох, как все мне говорили до просмотра. И я думаю, что всем нам известно, что все равно будут еще фильмы про Железного Человека в будущем, поэтому не надо говорить нам так, будто это последний про него фильм. Ну а как этот фильм справился? Ну, мы увидим, когда мы увидим. А что же об этом фильме? Он является отличной интерпретацией фразы «близко, но все равно мимо». А за перевод спасибо Павлу Бочкову, озвучил, адаптировал, как всегда, я, Минликареев Максим. Ну а ты, мой друг, подпишись на канал и поставь лайк. Всего доброго тебе, пока!